Новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. За первые 3 торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на московской бирже более чем на 58%. С 63 рублей 14 копеек на закрытии торгов 30 декабря до 99 рублей 80 копеек к закрытию торгов 8 января. Быстрый рост котировок «Мечела» на московской бирже происходит на фоне роста объема торгов. Если 30 декабря объем торгов обыкновенными акциями «Мечела» составил лишь около 62,5 миллионов рублей, то 8 января более 5,7 миллиарда рублей. Эксперты не исключают, что рост котировок «Мечела» связан с сильными пожарами в Австралии. Австралия – это основной поставщик коксующегося угля, который производит «Мечел». Сильные пожары могут вызвать перебои с его поставками и, как следствие, рост цен. Это с учетом возможного возврата Ильги может стать неплохим драйвером роста для «Мечела». Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские товары. Среди них печенье и мороженое. У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки, отметил глава ведомства. Кроме того, по словам Протасова, в России постепенно учатся производить качественные сыры и хорошее вино. А отечественное премиальное мясо даже поставляется в Латинскую Америку, заключил он. В России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые ввели в обращение в 2017 году, подделывают значительно реже. В целом, как утверждают в МВД, доля фальшивой валюты по стране невелика. По данным ведомства, за первое полугодие 2019 года было выявлено свыше 41 тысячи фальшивок, в 1,2 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Из этих поддельных денег насчитывается более 39,5 тысяч купюр в рублях и почти 2000 в иностранной валюте. К октябрю прошлого года в России всего было обнаружено 10 804 фальшивых денежных знака. Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз с 1 июля. Согласно распоряжению правительства России, рост платы может составить в среднем по регионам от 2,4 до 6,5%. В число лидеров роста входят Бурятия, Якутия, Омская область и Москва, где индексы изменения платы 5%. Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе, где плата может увеличиться лишь на 2,4%. Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу, например, на воду, газ или электроэнергию, может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного Кабинетом министров предела. Гостиницы, имеющие более 15 номеров, будут штрафовать за отсутствие свидетельства о присвоении определенной категории. Административная ответственность наступила с 1 января 2020 года. По закону все отели в России должны пройти классификацию и получить определенную категорию. Ответственность за отсутствие звезд вводится постепенно. Сначала с 1 июля прошлого года начали штрафовать за отсутствие категории отелей с фондом более 50 номеров. Теперь подошла очередь гостиниц среднего размера, а с 1 января следующего года отвечать будут все без исключения гостиницы. В ходе классификации отель заполняет анкету и сам определяет, на какую категорию он претендует. Гостиницу посещает инспектор от аккредитованной организации. Он оценивает в целом инфраструктуру отеля, номера по категориям, качество работы персонала, качество питания и уровень сервиса. Если будут выявлены недостатки, гостиницы могут дать время на их устранение. Отмечается, что штрафуют не только за отсутствие звезд, но и за лишние звезды. Если кто-то будет указывать в рекламе или в названии гостиницы количество звезд, не соответствующее присвоенной категории. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.